Причудливые названия этих сортов яблок известны во всем мире. Кисло-сладкий вкус Реджона Принца снискал популярность в Соединенных Штатах, а Грейни Смит, что в переводе с английского означает «бабушка Смит», покорила европейцев кислым послевкусием. Такие разные по цвету, объему и вкусу они вполне соседствуют друг с другом в ингушском сад-гиганте, где полным ходом сейчас идет уборка урожая. Лимон Султанова бережно срывает плоды с яблони, чтобы не повредить оболочку. Сбор обычно начинается снизу вверх. А почему так? И появляются нажимы. Мы начинаем снизу. Чтобы надо сохранить плодоножки, стараться плодонож сохранить, чтобы через плодоножку влаг впитывать мы на сохранение. Перенорм мясо обычно. Ну, норм обычно. Если 4 контейнера, то 6 контейнеров. Норм 4 хуля. На площади почти в 1000 гектаров сейчас идет сбор урожая зимних сортов яблок. Пока собрали 12 тысяч тонн, осталось примерно столько же, делятся агрономы. И это не считая весенней и осенней уборки урожая с плантаций. Неплохой результат, учитывая, что прошлый год доставил много хлопот. Из-за непогоды тогда было собрано лишь 17 тысяч тонн из запланированных 42 тысяч. У нас очень большие были проблемы зимой. В январе стала температура, днем было 3 дня 20 градусов. И резко с 23 числа пошла на понижение, опустилась до 25, в связи с чем погибли очень много плодовых почек. В последующем это отразилось и на самих деревьях, так как пошло движение сока, и дерево начало оживать, а потом пошли последующие морозы, пошли растрескивание коры, что в дальнейшем приведет к гибели дерева. И потом в дальнейшем весна была очень неустойчивая. То холод, то жара тоже принесли большие проблемы. Один из самых сложных технологических задач в садоводстве – это уборка урожая. Это сложно вдвойне, потому что надо убрать яблоки очень в сжатые сроки, чтобы они потом могли храниться в холодильнике. И важно для того, чтобы если мы вовремя не уберем, то погодные условия повлияют на качество яблок и на количество яблок стандартных, которые будут. Вы видите, сейчас даже вот опавшие яблоки, которые вот здесь лежат, это опадание с последними дождями из избытка влаги. Все может быть природой, но мы должны быть готовы к этому и убирать яблоки своевременно. Десятки тысяч невысоких деревцев упорядочены в соответствии с требованиями этой капризной культуры. Покапельный полив, постоянный уход, обрезка веток после каждого сбора урожая и многое другое. Для вывоза контейнеров есть 50 единиц тракторов итальянского производства. Но вот в чем проблема – не хватает самих работников. Это при том, что трудоустроены здесь порядка 700 человек. 500 из них на сборе яблок. Основной критерий при приеме – работнику должно быть 18 лет. Сбор яблок начинается ровно в 8 утра и заканчивается в 5 вечера. Трудятся в 2 смены. Мы готовиться к уборке начали очень рано. Где-то в конце июня, в начале июля начали уже заключать контракты с людьми, которые хотят работать на уборке яблок. Мы подписали контракт с больше, чем 700 людьми, которые должны были к нам прийти. Но, к сожалению, большинство из них, которые приходили, уходили на первый день, во второй день, в третий день, а многие просто подписали контракт и не пришли. И мы попали в цейтнот в период уборки. Мы даем объявления везде, но, к сожалению, люди на уборку ходят очень мало. Хотя людей, не работающих, безработных в республике достаточно. Я бы сегодня, говоря об уборке, сказал бы, что коллектив, который столько труда вложил в эти яблоки, конечно, просит, чтобы люди приходили на уборку, помогли нам и зарабатывали себе деньги. Ежедневно норма стоит у нас 1500 рублей. Это чистыми уже без налогов. Многие из работающих зарабатывают гораздо больше. Есть многие, которые делают 2 нормы, 1,5 нормы, которые делают.
Эта работа совершенно несложная. Даже доставляет одно удовольствие выбирать урожай красивых, спелых яблок. Реализовывают яблоки ингушского производства в крупных торговых предприятиях по всей стране. Реализацию яблок мы еще не начали, мы продали только летние сорта, но продали своим постоянным клиентам, это «Магнит» и X5. Две самые крупные артел-группы торговые, которые существуют в России. Все то, что мы собираем, в этом году тоже продадим им. Они уже развозят по всей стране, начиная от Калининграда до Дальнего Востока. Крайняя точка, куда нас яблоки возят, Уссурийск. По Уссурийск они отправляют в Якутию, но это уже перевалочные продукции. Приобрести продукцию сада-гиганта жители республики могут в фирменном магазине, который располагается здесь же, причем по оптовым ценам. Здесь на прилавках представлены 12 сортов яблок, такие как Гренни Смит или Айдарет, которые на рынке стоят 90 рублей. Здесь можно приобрести за 70, а килограмм Брэбери всего за 40 рублей. Доступные цены за натуральный продукт с богатых плодородностью ингушских полей. Все это в фирменном магазине сада-гиганта. Адам Мережков, Рамазан Зурабов. Новости 24.